Новый порядок разработан специально для того, чтобы сделать процесс зачисления ребенка в первый класс максимально прозрачным и справедливым. Документ устанавливает прием в 2 этапа. С 1 апреля по 30 июня будут записывать детей по прописке льготников. 6 июля по 5 сентября всех желающих на свободные места. Раньше зачисление первоклашек начиналось в начале февраля. В прошлом году прием начинался с 1 февраля. Родители занимали очередь с ночи. И на самом деле все-таки февраль – это зимний месяц, холодно. Это не очень правильно и не очень гуманно по отношению к родителям все-таки прием вести с февраля. Вот меня больше всего угнетало то, что родители занимали очередь с вечера, с раннего утра, мерзли там. И на самом деле это не очень приятное явление. 1 апреля все-таки это дата более адекватная. У нас есть время и подготовиться, у родителей есть время подумать, выбрать школу, ну и подать документы. Родитель может зайти на сайт школы и узнать о новых правилах приема, а также о том, к какой территории относится их участок, за какой территорией он закреплен. А также в ходе 2 этапа зачисляются все желающие. То есть, если в ходе 1 этапа зачисляются дети, которые относятся к определенной категории учащихся, то в ходе 2 этапа могут подавать заявления родителей, чьи дети не относятся к закрепленной территории. В этом году, согласно новым изменениям, в документе появилось еще одно дополнительное право для того, чтобы устроить ребенка в 1 класс. Определенная группа детей относится к преимущественной. В обновленном документе также большое внимание уделили вопросу адаптации и комфортного обучения. Так, с этого года родители имеют полное право устроить свое чадо в школу, где обучаются его родные братья и сестры. В Министерстве просвещения России уверены, что это упростит жизнь семей, а ребенку поможет привыкнуть к новому образовательному учреждению и учиться. Как вы растолковали эти слова? Не будь медведем. Что это значит, Алима? Мария Тхамчиева, учитель начальных классов, уверена, дети из одной семьи просто обязаны учиться в одной школе. Контроль должны осуществлять не только родители. Старшие должны следить за процессом обучения младших. Младших или старших переводить в другие школы. У меня в этом году 1 класс. Я опираюсь в своей работе и на старших школьников из этой семьи, говорю, что ребенок недопонял, как он себя вел. Ну, у нас тесная связь. И часто не приходится вот так вызывать родителей, звонить, беспокоить их, когда есть старшие дети в школе. Изменился с этого года и порядок подачи документов на прием ребенка в 1 класс. Добавились 2 новых пункта. Сейчас родители могут отправить документы через электронную почту образовательной организации или оператора почтовой связи. Без изменений остался личный прием родителей, оформление через МФЦ и портал госуслуг. Отказать в зачислении ребенка в школу могут только в случае отсутствия посадочных мест в образовательной организации. В таком случае родителю необходимо обратиться в управление образования по месту жительства, и данная организация им уже предоставляет альтернативный вариант для зачисления ребенка, то есть в другую школу. Зачисление в 1 класс в республике идет во всех школах, где есть 1 классы. Всю необходимую информацию можно получить в общеобразовательных учреждениях республики. Лена Цычоева, Магомед Дидигов, Новости 24.